Бадрагунба первым делом посетил резервуар на улице Джамала Смыр в селе Анхуа. Объект обеспечивает водой около 70 семей, однако не может полностью удовлетворить потребности в водоснабжении. Резервуар и часть трубопроводов находятся в аварийном состоянии из-за износа. Это приводит к значительным потерям воды и к дефициту водоснабжения. Вмещает 50 тонн. И эти 50 тонн хватает на вот это село Анухва. Но в данный момент он под землей протекает. Мы его пытались, там вытаскивали ил, замазывали там всякими растворами, но это все временно. И сюда дебита воды тоже не хватает, чтобы он постоянно был полным. Это уже идет от Анухвы. Бадрагунба поручил начальнику УКС изучить проблему и подготовить проектно-сметную документацию. На этой неделе в село доставят необходимый объем труб для водовода, чтобы обеспечить сельских жителей бесперебойным водоснабжением. В селе Анхуа сохраняются такие же проблемы, как и в остальных селах республики. Основные проблемы это связаны с водоснабжением, с энергообеспечением. Значит, даны поручения управлению капитального строительства по тем сложным вопросам, которые существуют в данном селе. Значит, в ближайшее время осметить все эти работы и приступить к ряду вопросов, которые требуют безотлагательного решения. Это связанный вопрос с водоснабжением. Мы побывали на резервуары, к сожалению, не позволяет обеспечить в полном объеме водоснабжением. Значит, принято решение реставрации. Самая главная проблема – отсутствие водовода, который мог бы доставить эту воду до резервуара. Это порядка 2 километров. Глава государства почтил память погибших выходцев села в Отечественной войне народа Абхазии. Ранее сельчане обращались к руководству страны с просьбой восстановить местный памятник. У нас практически оно закончено, но остается у нас отполировать пол, озеленить и сделать освещение. В остальном оно все готово. Я как раз таки был председателем комиссии по празднованию 30-й годовщины. В рамках этих мероприятий мы выделили средства на восстановление этого памятника. Сегодня увидел своими глазами. Есть определенные проблемы, не хватило тех выделенных средств. Буквально, я думаю, что уже на следующей неделе мы выделим дополнительный объем финансирования для завершения реконструкции этого комплекса. Думаю, что уже к Дню Победы мы эти мероприятия завершим. Рабочая поездка президента продолжилась осмотром поликлиники в Новом Афоне. Здание находится в непригодном состоянии. Помимо отсутствия необходимого медицинского инвентаря, нет условий для приема граждан. Несмотря на это, персонал ежегодно принимает десятки пациентов. В этом году, да, особенно сейчас. Ну вот за год какое количество людей обращается? Около 10-12 тысяч. Около 12 Для нас это много, да. Понятно. Какое количество врачей здесь? В общем, у нас гинеколог, терапевт, детский врач, 2 их, кардиолог, стоматолог. Это не только жители Афона, жители села Анхуа, наверное, Анухва и Псырцха, да. Все вместе это где-то 5-5,5 тысяч населения полностью. Считаю, что необходимо первоочередные меры предпринять именно по этому объекту, потому что это очень важное направление здоровья граждан нашей страны. Ближайшая доступность до медицинских учреждений – это Гудаута и Сухум. Зачастую бывает так называемый золотой час, в рамках которого необходимо помочь пациентам. В этом смысле мы обязательно предпримем меры по улучшению ситуации в данной поликлинике. Бадрагунба посетил среднюю школу Нового Афона, проинспектировал местную инфраструктуру и осмотрел дорогу, ведущую к учреждению. Дорожное полотно здесь разбито. Президент дал поручение по его восстановлению. Директор школы Асида Миканба рассказала о школе и провела небольшую экскурсию. Ибзезина устроит, а узло разговчая, хоть когибзей работала, да сора равщара минут кордероид,
Рузиги, лавна кумкощика, я от рузиги, де район рамто, почкай на грошот и сот. Обновленная станция Псырсха – изящное историческое место в новом Афоне. Дорожное полотно, ведущее к ней, также в тяжелом, непригодном состоянии. Даны поручения составить проектно-сметную документацию, приступить к ремонту. Да, симпатично. И сразу это место стало Местом притяжения. Я думаю, для наверное, многих, в том числе и наших соотечественников. А тут я более чем уверен, что чаще всего это именно люди нашей республики. Горожане, Да, да, горожане, жители. да. Новый Афон славится своими парковыми зонами. Президент посетил могилу добровольца, известного поэта Александра Бардадыма в Новоафонском парке, находящуюся в запущенном состоянии. Предприниматели, занимающиеся реконструкцией гостиничного комплекса, взяли на себя обязательство восстановить парковую зону, привести в порядок место захоронения Бардадыма и держать его под особым контролем. К сожалению, парк сегодня опять-таки в удручающем состоянии, можно назвать его. Здесь хотелось бы отметить, что мы имели общение с предпринимателями, которые буквально рядом построили, восстановили объект гостиничного комплекса, которые взяли на себя обязательство восстановить парковую зону и привести место захоронения нашего добровольца, именитого добровольца, поэта Бардадыма в соответствующий порядок. Так что все эти поручения будут на контроле, и ряд решений будут приниматься незамедлительно. Президент посетил и гостиничный комплекс «Ашамта», который открылся 6 июля. Объекту сохранили исторический облик и создали современные и комфортные условия для гостей. Хорошее сочетание, да, сохранив историческую часть и современные условия создать. Это очень важно. Старались создать максимально, что возможно. Гости довольны. Затем Бадра Гунба посетил спортивную площадку. Здесь покрытие пришло в непригодность. Экспертиза уже проведена. Необходимо будет демонтировать. Это единственная спортивная площадка в городе, где тренируются взрослые и детские команды, а также горожане. Уже мы раз как-то своими силами поменяли. Само покрытие неровное, здесь лужи собираются. Да. Невозможно нормально. Ну, вы экспертизу провели, надо будет демонтировать. Сделали, да. Сметные расчеты есть? Отправили. Сметные расчеты есть? 10 миллионов вышло. 10 в порядок привести. Все полностью зачитайте, заново надо построить. В рамках рабочей поездки президент посетил и спортивный зал, который восстанавливался, однако работы были приостановлены. Бадра Гунба поручил правительству профинансировать остаток работ, а управлению капитального строительства ввести объект в эксплуатацию до конца года. Здесь, если все это получится, мы предполагаем и борьбу здесь, и какие-то силовые. У нас есть как бы секция дзюдо, но они сейчас временно занимаются у нас в школьном спортзале. Это все здесь уже и бокс, и дзюдо, и борьбу как бы в перспективе планируем тут проводить. На первом этаже сейчас бокс, боксерские. да, боксерский, да, у нас залы на первом этаже, там тоже 2 помещения отремонтированы, сделаны. Глава государства посетил и железнодорожный вокзал, где ведутся ремонтно-восстановительные работы. Планируется завершить их до конца года. Здание вокзала будет восстановлено в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к памятникам историко-культурного наследия. Работы, начавшиеся в июле этого года, проводятся специалистами АЖД. Все эти элементы, они за 30 лет рушатся. Поэтому подход у них, чтобы все сохранить в первозданном виде. Правильное решение принято восстанавливать эту станцию. Афон, как и другие города нашей страны, посещают десятки тысяч и гостей, и наших соотечественников. Это все-таки наше лицо, то, как мы встречаем наших гостей. А восстановление такой инфраструктуры – это важное направление. Все работы финансируются за счет бюджета АЖД. На первом этапе запланирована реставрация фасада, а также полная замена окон и дверей. Арсоут Читанава также отметил, что аналогичные масштабные работы начались в этом году и на станции Гагрыбш. Шазина Ханагу, Раму Камки, Абхазское телевидение.